У казахов никогда не было письменности. Злитесь ли вы, когда слышите такую фразу? В качестве ответа на данный вопрос вы можете отправить данное видео, так как в этом выпуске я расскажу вам об истории казахского языка и письменности. Первая глава. Образование казахского языка. Человек, начиная с первых своих дней существования, начал коммуницировать друг с другом. Если в одной части Земли люди коммуницировали одним способом, то в другой по-другому. Таким образом, на планете было образовано несколько тысяч языков. А из-за политической ситуации язык дальше разделялся. Также язык развивался благодаря прогрессу науки. Поэтому нельзя говорить, что один язык древнее и богаче другой. А теперь давайте возьмем казахский язык. Казахский язык относится к тюркской группе языков. В тюркской группе относится к кипчакской группе, а оттуда к кыпчак-ногайской ветви. К этой ветви также относятся ногайский и каракалпакский языки. Если послушаете эти языки, то вы практически не найдете различия между ними. А азербайджанские и турецкие языки относятся к огузской группе, а уйгурский к орлузской группе языков. Поэтому пусть они и слышатся нам знакомо, но понять их не так легко. Просим разговаривать не спеша. Плюс к этому при образовании языка значительно влияют и слова, пришедшие извне. После того, как на казахские земли внедрился ислам, то на наш язык начали приходить арабо-персидские слова. Многие из этих слов мы используем повседневно, такие как катаб, миктеб, мимлекет, вакат, сагат. Самое интересное то, что некоторые слова, которые пришли из арабо-персидских языков, приняли в казахском языке другой смысл. Например, сия. Сия переводится на русский как паста для ручки. Кстати, и слово калам пришло в казахский язык с арабского. А с персидского сия переводится как фиолетовый, темно-фиолетовый, либо темнота. На сегодняшний день, по мнению некоторых ученых, существует около 7000 языков, а каждые 2 недели исчезает по одному языку. Тогда что влияет на процветание языка? Да, это иметь свою письменность. Глава 2. Казахская письменность. Древнетюркская письменность. Это слово тенгри, и это слово написано древнетюркским письмом бетек. Вначале ученые, которые изучали эту письменность, считали ее рунической, но не могли ничего прочесть. Это означало то, что данная письменность не относится к рунической. Руническое письмо же использовались в древности на землях нынешней Дании, Норвегии, Швеции. И сегодня ученые доказали, что древнетюркское письмо никак не связано с руническим письмом. Первым древнетюркское письмо смог прочитать датский ученый Вильгельм Томсон в 1893 году. Дело было так. В 1889 году находится памятник Культигуну. В памятнике Культигуну была найдена древнетюркская надпись. Его и так не могли прочесть. Тогда Вильгельм Томсон нашел маленькую часть надписи на китайском языке и начал изучать этот отрывок и сравнивать его с древнетюркским письмом. В итоге он находит 3 часто упомянутые слова. И самое первое прочитанное слово было тенгри, а остальные 2 это тюрк и культигун. Таким образом, миру открывается таинственная эра тюрков. Начали находить и читать множество памятников тюркской эпохи в разных местах. И из-за этого начали познавать тюркскую культуру и древнетюркский язык. А на какой нынешний язык похож древнетюркский? С момента тюркского хаганата прошло 1000 лет, и язык не остался таким же. Но значение надписей может понять и казах, и узбек, и турк, и другие тюркские народы. Для примера давайте прочитаем надпись памятника Культигуну. Сначала на древнетюркском, потом на казахском, а потом на турецком. Оригинал. Турк будун учун тун удумадым, кундуз олурмадым. На казахском. Түрк халқы үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым. На турецком. Тюрк милләте үшін кеше уюмадым, күндіз отырмадым. Кому интересно перевод на русский, то звучать будет так. Ради тюркского народа ночами не спал, днем не сидел. А была ли письменность до этого? Если взглянем на китайские записи, то мы найдем, что и у гуннов была своя письменность. А знаете ли вы про золотого человека, найденного в Висекском кургане? Золотой человек относится к сакской эпохе, 4-5 века до нашей эры. Когда нашли золотого человека, то нашли и эту чашу с надписью. Эту надпись читали по-разному. Тюрколог Алтай Аманжолов прочитал это так. Оригинал. Ага, саңа учкук, бес чок, бүкін ичре р азуқ э. Перевод на казахский. Ага, саған бұл ошақ, бөтен ел адамы тізеңді бүк. Халықта азық-түлік мол болғай. На русском это будет звучать вот так. Брат, это твой дом. Пусть чужой преклонит колени, пусть у народа будет много богатства. Правда, да, похож на казахский бата? Подведем итоги. В сакском периоде письменность была, но его не смогли прочесть.
И в период гуннов была письменность, но сведений не так много и они не прямые. В тюркском каганате письменность была и использовалась несколько сотен лет, и народ пользовался им. Тюркская письменность использовалась довольно-таки долго, и вместо нее пришла арабская письменность. Третья глава. Арабская письменность. Благодаря письменности казахский народ частично сохранил свою историю, но сегодня передавать семейные предания можно также и через видео и документальные фильмы. Часто мы узнаем о своем роде через рассказы старших, но что, если вы могли узнать свою историю через полноценный фильм? Представьте документальный фильм, в котором старший в семье рассказывает всю правду, показывает все значимые места, где вырос, где зират предков, кто кому кем проходится и оставляет историю для будущих поколений. Или же представьте документальный фильм про вашу семью, про вашего ата или аже, как о Майкле Джордане или других знаменитостях. Ведь ваш ата или аже явно заслуживает большего внимания и повлияли на вас больше, чем все остальные знаменитости вместе взятые. Такие документальные фильмы можно и нужно делать. И впервые в Казахстане появилась такая возможность. Я рад представить вам первый такой проект в Казахстане «Хурмет фильм». «Хурмет фильм» предлагает создать документальный фильм как о конкретном человеке из вашей семьи, так и о вашем роде в целом. Это станет не только отличным подарком, но и сохранит историю вашего рода для будущих поколений. А для подписчиков Тарих Марих подготовлен особый подарок – семейная фотосессия. Все контакты находятся в описании данного видео. Обязательно обращайтесь, ведь сохраняя историю своей семьи, мы сохраняем историю всего казахского народа. А теперь продолжим наш выпуск. После того, как ислам начал распространяться по миру, то распространилась и арабская письменность, то есть арабская графика. Теперь предки казахов писали не на древнетюркской, а арабской письменностью. Вначале правители использовали арабскую письменность, отправляли послов, а затем и ученые начали использовать арабскую графику. Таким образом, арабская письменность распространилась на весь народ. Многие не понимают и спрашивают, получается, казахи разговаривали на арабском? Нет, это только письменность. Например, мы сейчас пишем на казахском на кириллице. Например, слово «тамак» – еда. И на кириллице, и на латинице, и арабской письменностью мы читаем как «тамак». Мы же не читаем на латинице T-A-M-A-Q. А теперь давайте перейдем к арабской письменности. В казахском языке у арабской письменности было две системы – жадид и кадим. Обе системы не были арабским алфавитом, а были общим тюркским алфавитом. В системе кадим было 35 знаков, 28 из них арабские, 4 персидские, 2 тюркские и 1 афганский. Особенность кадимской системы было не в написании гласных букв. Например, слово «мен» писалось как «м», а «бильдерген» как «бильдерген». До сегодняшнего дня остались письма ханов и начальников восстаний на кадимской системе. Одним словом, кадимская система использовалась казахами до 19 века. Вместо кадимской системы на казахские земли пришла жадидская система. Особенность жадидской системы в том, что начали писаться гласные буквы. Также буква «н» в кадимской системе писались 8 способами, а в жадидской – 2 способами. В жадидской системе печаталась газета Түркистан Валаята, но у жадидской системы было множество недостатков. Глава 4. Письменность туте. В жадидской системе не все писали одинаково. Если одни использовали один знак, то другие другой. Жадидская система не могла полностью передавать казахский язык. Например, иногда у нас не оказывается казахской клавиатуры, и мы пишем на русской раскладке. Тогда слово «иисе» – его запах мы пишем как «ииси». Тут «и-э» идет в качестве «и» идет в качестве «и». Также и другие недостатки были в жадидской системе. Но все это исправил Ахмет Байтурсынұлы. Он придумал свой казахский алфавит, который назвали письменность туте. Он убрал 12 арабских букв, которые не использовались в казахском языке. Письменность туте была очень удобна и понравилась народу. На сегодняшний день эту письменность используют казахи Китая, Афганистана, Пакистана и Ирана. Если хотите больше узнать про Ахмета Байтурсынұлы, то следующий выпуск будет про него. Письменность туте использовалась до 1929 года. В 1929 году казахская письменность перешла на латиницу. Перед вами алфавит для всех тюрков Яналиф. Этот алфавит использовался до 1938 года и была заменена таким алфавитом. Перед вами газета, написанная на латинице «Социалисты Казахстан». Как? Смогли прочесть? Интересно то, что буква «мягкий знак» использовалась как «а».
А в 1940 году казахская письменность переходит на кириллицу. Кириллица используется до сегодняшнего дня. Там также были изменения. До 1951 года О писалось так. Таким образом, казахская письменность менялась несколько раз. С арабской письменности к латинице, с латиницы на кириллицу. Плюс к этому и латиница успела поменяться. Вывод. Язык всегда развивался, и история казахского языка очень глубока и не упала нам с небес. Думаю, вы убедились этому, посмотрев данный выпуск. С вами был Тарих Малих. Обязательно поставьте лайк, отправьте по WhatsApp группам, сделайте репост, позвоните мамам и спросите у них, как дела. Если учитесь в школе, то сделайте уроки. Если спортсмен, тренируйтесь, нормально питайтесь, ночами не сидите в телефоне и нормально спите.